Вот мы видим уроки демократии, к чему, скажем, приводит эта ужасная демократия. В начале 90-х годов мы были где-то на том уровне по количеству, по ВВП на душу населения. Чуть опережали там Польшу, где-то там Литву, где-то там, вот, может быть, от Эстонии немного отставали. И мы помним, как у поляков начались реформы, они приезжали сюда, торговали какими-то вещами, немножко было жалко, немного смешно. Потом мы помним, как замерзали Прибалтики, потому что у них были, значит, цены на газ, им было очень холодно в квартирах. Вот, ну, я не знаю, смеются они над нами или нет, когда у них белорусы туда приезжают, ищут тяжелую работу там на стройке или на запад, дальше женщины подгузники старикам менять, потому что в Польше зарплата 3 раза больше, чем у нас, а цены ниже. Вот так сработала демократия. Когда господин Лукашенко из-за этого неприятия людьми, этого хаоса пришел ко власти, он сделал все очень просто, ясно и было нормально, как бы порядок сверху, и вначале в самом деле стало лучше на фоне хаоса соседей. Но соседи, все без исключения, соседи успешно, неуспешно строили какие-то институты, частной собственности, рыночной экономики и так далее. Мы их не строили, и что получилось? 1 миллион на 9,5 миллионов гастарбайтеров. 1% роста экономики в год. Это по официальной статистике, она очень комплементарна. Мы отстаем от мира, молодежь уезжает. Это мы, получается, скажем, теряем будущее. Теряем будущее. И на этом фоне человек, у которого 18 роскошных резиденций, несколько авиалайнеров роскошных, которые тычат народу в лицо, своими девушками за спорта сейчас одну парламент продвигает и так далее. Вот к чему приводит отсутствие институтов и отсутствие демократии.